Микрофон включил. Почему? Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем первое в данном учебном году заседание Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы. Коллеги, если есть возможность, пожалуйста, включайте свои камеры, но отключайте микрофоны для удобства работы, и чтобы мы понимали, что с нами вы активно также сегодня присутствуете на этом заседании. Я хочу отметить, что сегодняшний формат нашего заседания гибридный, то есть мы проводим его в очно-дистанционной форме. У нас есть очные участники, а также коллеги, которые подключаются к нам онлайн. Дорогие коллеги, я думаю, что все вы ознакомились с повесткой. В повестку включено 3 вопроса. Первый из них связан с планом работы РМО на новый учебный год. Далее мы с вами рассмотрим итоги оценочных процедур. И третьим вопросом остановимся на анализе профессиональных дефицитов, которые выявляются в ходе федеральных диагностик. Уважаемые коллеги, позвольте начать наше заседание. Мне очень приятно, что сегодня с нами работает активный член Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы. Это Татьяна Николаевна Политова, учитель русского языка и литературы лицея народной дипломатии. Татьяна Николаевна нам по повестке сегодняшнего заседания также будет представлять информацию. Позвольте начать с первого вопроса. Это план работы нашего заседания на новый учебный год. Если есть возможность, можно и на демонстрацию план вывести в обмене для слушателей. Итак, уважаемые коллеги, пока нам представляют наш план, хочу отметить, что мы будем по возможности собираться раз в месяц для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы, которые волнуют всех учителей русского языка и литературы. Это анализ результатов оценочных процедур, прежде всего ВПР и ГИА. Отдельно будем останавливаться на проекте «Личный кабинет педагога» и «Личный кабинет обучающегося», поскольку это те проекты, которые готовят наших педагогов и детей к сдаче государственной итоговой аттестации. Далее хочу проинформировать вас о том, что уже практически утверждены федеральные государственные стандарты среднего общего образования. На днях нам сообщили, что приказ находится в Минюсте, поэтому всех нас с вами ожидают курсы повышения квалификации в следующем учебном году. Будем к этому активно готовиться. Думаю, что многие из вас прошли в этом году обучение по обновленным стандартам. Конечно, в рамках учебного года будем знакомить вас с лучшими и эффективными практиками, будем приглашать интересных учителей, которые будут делиться своим опытом, интересными методиками, приемами, которые можно использовать в своей работе. Отдельный блок наших заседаний будет посвящен воспитательной составляющей, поскольку она сейчас является ведущей. Также будем приглашать интересных практиков для того, чтобы продемонстрировать лучшие достижения внеурочной работы, именно связанной с воспитательной составляющей. Отдельные вопросы будут связаны с организацией использования электронных ресурсов, организацией учебно-исследовательской, проектной деятельности и другие вопросы, которые будут назревать по мере необходимости. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что вы будете активны. Я всегда приглашаю вас писать письма, звонить для того, чтобы вы нам также сообщали о своих интересах, о каких-то тематиках, которые хотелось бы рассмотреть в рамках заседания. Пока связи такой у нас не выстроено, но тем не менее мы надеемся, что вы также будете активно участвовать в формировании повестки. Это все, что связано с планом работы. План, я еще раз повторяю, будет корректироваться по мере необходимости, поэтому призываю вас активно участвовать в его формировании. Уважаемые коллеги, перейдем плавно ко второму вопросу. Я думаю, что это тот вопрос, который
в настоящее время интересует наших учителей в большей степени. Его представит Татьяна Николаевна Политова об итогах оценочных процедур как основание для совершенствования профессиональных компетенций педагога. Татьяна Николаевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, приветствую вас. Поздравляю вас всех с началом учебного года. Предполагаю, что этот год будет очень насыщенным, но в то же время этот год будет интересным. Уважаемые коллеги, вот в течение всего учебного года я вам желаю замечательных профессиональных открытий. Мы сегодня с вами, конечно, не будем говорить о каких-то долях и процентах. Этому посвящены отдельные мероприятия Института развития образования. Мы с вами будем говорить об оценочных процедурах с точки зрения того, какие методические темы можно сформулировать и для работы целого муниципалитета, например, городского методического объединения, и для отдельных школьных методических объединений, может быть, даже для межпредметных групп и тем более для отдельного учителя. Уважаемые коллеги, когда мы говорим об оценочных процедурах, всегда возникает вопрос, а где учителю итоги оценочных процедур посмотреть? Например, если есть желание выявить какую-то динамику или уточнить, правильно ли проводится анализ итогов оценочных процедур на уровне образовательной организации, допустим, на уровне отдельного класса или целой параллели. Уважаемые коллеги, у нас с вами есть замечательный республиканский информационный центр оценки качества образования. Мы с вами его называем РИЦОКа. И вот как раз на сайте РИЦОКа, вы сейчас видите ссылку на этот сайт, в разделе ГИА «Государственная итоговая аттестация» у нас есть подраздел, вы сейчас видите всплывающие окна, подраздел, который называется «Информационно-аналитические материалы». Уважаемые коллеги, думаю, что многие из вас, наверное, знают об этом портале, но многие, может быть, не находили те материалы, которые можно использовать в работе. Так вот, в этом разделе «Информационно-аналитические материалы» размещены ссылки на видеоразборы от составителей контрольных измерительных материалов, от специалистов ФИПИ. Но нас сегодня больше интересует статистика. Но статистика особенная. Это статистика с анализом. Вот такие аналитические отчеты размещены на сайте РИЦОКа. И вот сейчас вы видите обложки, скажем так, этих аналитических отчетов. Это статистический отчет по результатам государственной итоговой аттестации на уровне основного общего образования, 9 класс. И на уровне среднего общего образования здесь уже вы видите по предметам. Вот в этом году каждый предмет выделен в отдельный такой бюллетень, скажем так, в отдельный файл. Уважаемые коллеги, что нас интересует в этих отчетах? Посмотрите, пожалуйста, не знаю, насколько вам видно на экране, может быть, вы можете его и увеличить. Вот в каждом аналитическом отчете вы увидите очень интересный подход. Конечно, здесь есть и средние баллы, и количество тех, которые набрали максимальное и минимальное количество баллов, да. Но я вам сейчас показываю другую таблицу. Вы видите здесь все задания по отношению к проверяемым элементам содержания и умениям. Кроме всего прочего, заметьте, что эти умения показаны в среднем по Республике Коми, а дальше по группам. По сути, это по группе детей с самым низким результатом, те, которые не преодолели минимальный порог, мы условно в образовательных организациях говорим, это группа риска. На них нужно обратить внимание и найти те задания, по которым уверенно эти дети набирают баллы, и отрабатывать с ними именно эти навыки. Здесь мы видим группу, которую можно условно отнести к детям, которые справляются на среднем уровне. И мы с вами знаем, что те дети, которые набирают, например, по русскому языку до 60 баллов, они, к сожалению, не могут претендовать на поступление в высшее учебное заведение, хотя вроде бы порог для поступления в высшее учебное заведение набран. Но при этом 60-65 баллов, эти баллы уже не конкурентны на уровне тех результатов, которые показывают дети, набирающие от 80 до 90 баллов. Вот таких детей становится, конечно, с каждым годом все больше и больше, и это такая конкуренция в высших учебных заведениях. И вы теперь посмотрите, пожалуйста, что еще в этих аналитических отчетах вы можете найти. И, конечно, замечательно будет, если учителя русского языка и литературы скачают эти отчеты и обсудят их на заседаниях своих методических объединений.
Мы увидим уровень выполнения каждого задания. Кроме всего прочего, увидим уровень сформированности целых групп предметных результатов, например, только по пунктуации, или только по орфографии, или только по соблюдению грамматических норм. Кроме всего прочего, здесь сделан анализ по уровню освоения отдельных тематических блоков, например, только лексики, или внутри лексики только фразеологии. Коллеги, в каждом отчете выделены зоны развития. И вот как раз можно посмотреть на эти зоны развития и направить вот в эти зоны развития свои силы для того, чтобы помочь детям набрать большие баллы, высокие баллы вот по этим планируемым результатам и по этим заданиям. Коллеги, конечно, в этих отчетах отмечены проблемные зоны. Это вот те задания и то содержание, которое вызывает затруднения у всех групп учащихся. И у тех, которые не набрали минимальные баллы, и у тех, которые набрали от 81 балла до 90, и у тех, которые добрались практически до сотни, то есть 92, 96, 98 баллов. У нас действительно в русском языке есть зоны, которые вызывают трудности у учащихся всех групп. И здесь нужно посмотреть, как построить работу. Может быть, нужно выстроить свою работу таким образом, чтобы детей с низкими результатами познакомить с типами этих заданий, а вот детям с высокими результатами предлагать задания разного уровня, в том числе и для разработки. Вот когда ребенок сам пробует подобрать предложение определенной конструкции, пробует сформулировать задание по этому предложению, он, конечно, набирает тот языковой материал, с которым потом ему работать легче. Коллеги, в этих отчетах есть комментарии возможных причин снижения и повышения результата. И это вот как раз тоже поле деятельности нашей профессиональной, потому что среди этих причин могут быть формулировки тем самообразования для учителей. Коллеги, вот особая важность или особая ценность этих отчетов в том, что в каждом отчете по каждому предмету разобраны задания, которые были предложены именно в Республике Коми в текущем учебном году. Уважаемые коллеги, конечно, заданий самих вы здесь не увидите, потому что это закрытый банк заданий, и никто не имеет права его публиковать в открытом доступе. Но комментарий, например, к тому, а какие были предложены слова тогда, когда нужно было ребятам поработать, например, с выбором гласных чередующихся в корнях, проверяемых или непроверяемых. Вот такой комментарий вы можете найти. Или, например, какие предложения вызвали затруднения при выполнении 20-го задания. Еще раз оговорюсь, самого предложения не будет. Но вот комментарий дан. И вот если между собой сличить, например, статистический отчет за 2021 год, за 2022 год, уже можно сделать выводы о том, какие задания даются в Республике Коми, ребятам в Республике Коми. Поэтому, коллеги, советую, очень рекомендую поработать с этими комментариями. Коллеги, ну и, наконец, каждый отчет завершается рекомендациями, очень конкретными рекомендациями для образовательных организаций, для конкретных муниципальных образований Республики Коми и для учителей. Кроме всего прочего, мне кажется, уважаемые коллеги, вам будет интересно между собой сравнить, допустим, эти отчеты за 2-3 года. Сейчас на сайте РЕЦОКа размещены за 2 года, но я знаю, что в муниципалитеты, в органы управления образованием всегда рассылают такие отчеты именно по муниципалитету. И вы можете выстроить топ-десятки. Всегда в топ-десятке есть определенные образовательные организации, и приятно бывает именно свою образовательную организацию на протяжении нескольких лет вот в этой топ-десятке с высокими результатами увидеть. Поэтому и с этой точки зрения, мне кажется, можно с отчетами поработать. Итак, уважаемые коллеги, сейчас по сути, на слайде вы видите содержание этих отчетов, но на самом деле это план проведения заседания методического объединения. Можно воспользоваться этим планом для того, чтобы обсудить, какие же результаты мы получили в 9 классе, какие в 11 классе. Здорово, если вы между собой еще и соотнесете и 9 класс, и 11 класс. Коллеги, ну вот теперь давайте продолжим и обращу ваше внимание на то, что у нас и на сайте Федерального института педагогических измерений тоже есть результаты.
Конечно, они не в явном виде, это не называется аналитический отчет, это методические материалы для председателей и членов республиканских предметных комиссий по проверке развернутых ответов ОГЭ и ЕГЭ. Коллеги, конечно, в этих методических материалах как-то таковых статистических данных и анализа статистики мы с вами не увидим, но здесь есть разборы детских работ. Очень многие коллеги, те, которые каждый год работают с этими материалами, говорят о том, что но ведь детские работы не меняются. Да, очень многие детские работы вот в этих методических материалах не менялись примерно до 2020 года. И тем не менее нам показывали, вот как раз специалисты, которые составляют эти методические материалы, нам показывали, что критерии оценки, меняющиеся по русскому языку, а в этом году они тоже изменились, что вот эти меняющиеся мобильные критерии оценки нужно уметь применять к разным работам. К работам тех учеников, которые готовились в формате 2022 года, и к работам тех учеников, которые почему-то об изменениях в заданиях и в критериях оценки не знают. Вот это вот тоже мобильность учителя, чтобы применять критерии оценки тогда, когда ребенок еще и вроде как и не готов к экзамену, ему нужно еще поработать. Вот это вот и показан этот аспект показан в этих методических материалах. Поэтому, коллеги, очень рекомендую, несмотря на то, что здесь у нас есть сноска, что это только для председателей и членов комиссии, но тем не менее мы с вами понимаем, что свою кандидатуру в республиканскую предметную комиссию по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по русскому языку или ОГЭ по русскому языку может внести любой учитель и попробовать свои силы при работе в этой комиссии. Коллеги, еще один важный материал, который размещен на сайте ФИПИ, это вот как раз рекомендации для учителей. И в 2022 году эти рекомендации начали публиковать очень рано, это здорово. Уже в конце августа рекомендации по русскому языку появились. И вот как раз в этих рекомендациях вы можете увидеть разборы конкретных заданий. Опять же, обращу ваше внимание, что вплоть до 2022 года мы с вами видели не так много разборов первой части. Вообще задания первой части из закрытого банка мы с вами практически не видим, но мы можем посмотреть по разборам в этих методических рекомендациях. Поэтому очень рекомендую посмотреть разбор первой части и дальше посмотреть, собственно, комментарий к развернутым ответам. Вот вы тоже в этих методических рекомендациях можете найти. Коллеги, конечно, здесь еще есть и сноски по поводу методик преподавания. И специалисты ФИПИ, мы с вами знаем, что эти специалисты работают не только над методическими рекомендациями, но и, собственно, над составлением контрольных измерительных материалов, обращают наше внимание на то, чтобы мы обновили, существенно обновили методики преподавания синтаксиса русского языка, потому что от того, насколько ученик понимает синтаксические конструкции, владеет синтаксическим анализом, зависит пунктуационный разбор. Мы с вами понимаем, что можно сколько угодно говорить об условиях постановки, например, двоеточия в разных типах предложений, но если ученик не различает эти типы предложений, то, разумеется, к 21-му заданию он и не будет готов. То есть ему те условия, которые мы называем, будут неведомы, он не сможет принять их для себя. Поэтому, коллеги, вот первая установка, которая для нас важна по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2022 года, это установка, которая говорит о том, что нам нужно синтаксический анализ с вами обновлять, скажем так, методики преподавания синтаксиса обновлять не только в 8-9 классах. Практика показывает, что это бывает поздно. Мы с вами должны говорить о том, что синтаксис изучается в тесной связи с морфологией, потому что части речи мы с вами так или иначе употребляем в роли определенных членов предложения. Еще одна установка, которая есть от специалистов ФИПИ, это обратить пристальное внимание на такой раздел, как лексика. Если мы с вами посмотрим статистику, я сейчас ее открывать не буду, потому что она будет представлена на семинарах, посвященных результатам государственной итоговой аттестации. Но вот если мы с вами посмотрим статистику по выполнению заданий по лексике, то мы увидим, что дети затрудняются при работе с паронимами, но и, кроме всего прочего, вроде бы как они легко находят и редактируют речевые ошибки,
но при этом эти же речевые ошибки они допускают в своих творческих заданиях, то есть при написании изложения и при написании сочинений разных жанров, разной тематической направленности. То есть на практике применять это же умение находить речевые ошибки у детей пока не очень не получается. Поэтому это еще одна установка посмотреть то, как мы работаем с разделом лексика в 5-6 классах, потому что в основном этот раздел изучается именно в этих параллелях. Коллеги, ну а теперь мы с вами давайте обратимся к блокам наших заданий. Я не буду указывать номера заданий, но обращу внимание вот на те изменения, которые были у нас в прошлом году в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку. Коллеги, мы с вами знаем, что изменилось 16-е задание, и оно, конечно, вызвало снижение результатов. Не только потому, что дети теперь получают не 2 балла, а 1 балл, но еще и потому, что они не смогли, большинство детей, верифицировать, распознать предложения с неоднородными согласованными определениями. А это значит, что не только в 8 классе, но и в 7 классе, когда мы с вами изучаем прилагательные, и в 6-5 классах, когда мы с вами говорим о том, с чем согласуется существительное, с чем можно употребить местоимение, мы с вами должны обращать внимание на значение прилагательных. Не случайно любой морфологический разбор у нас начинается с определения значения этой части речи. И вот как раз дети затруднялись с тем, действительно ли они правильно определили значение тех прилагательных, которые могли сыграть в этом предложении роль однородных определений, роль неоднородных определений. Вот это затруднение, конечно, вызвало у нас снижение результатов по 16-му заданию. Еще снижение, посмотрите. Это задание 17-е, традиционное задание. Оно у вас было и в 9 классах в разном формате. Укажите цифры, которые обозначают границы причастных и причастных оборотов. И в 11 классе оно у нас тоже было в разных форматах. В том числе и было такое задание совсем недавно. Укажите номер предложения, где употреблено согласованное, обособленное определение. И тем не менее, оно до сих пор вызывает затруднения. И вот по КИМ, которые были в прошлом году в Республике Коми, снижение было связано с разбором тех предложений, в которых обособленные определения относились к разным членам предложения. При этом члены предложения были однородными. Это были, например, однородные подлежащие. К одному однородному подлежащему относился причастный оборот, и к другому тоже относился причастный оборот. И вот как раз на стыке между этими однородными подлежащими, которые соединены союзами, учащиеся и допускали ошибки. То есть неверно определяли, какую роль играет, во-первых, союзы, а во-вторых, к чему относятся эти обособленные согласованные определения. Прошу прощения за опечатку здесь. Речь, конечно, идет об обособленных обстоятельствах и обособленных определениях. Мне хотелось их соединить союзом «и», но, тем не менее, здесь стоит запятая. Ничего страшного, уважаемые коллеги, это тоже 17-е задание. Дети затруднялись с теми предложениями, в которых были и определения, и обстоятельства, и они еще и соседствовали. То есть, например, к деепричастному обороту, а точнее говоря, к существительному, которое употреблено внутри деепричастного оборота, еще и относилось обособленное определение. И вот как раз с этими конструкциями у учащихся тоже были трудности. Разумеется, у нас было изменено 19-е задание, это анализ сложно подчиненных предложений, это у нас 9 класс, и тем не менее дети затруднялись в анализе таких сложно подчиненных предложений, где были однородные придаточные, соединенные союзом «и». Особенно, когда между этими однородными придаточными, например, не было 2 союзных слов или не было 2 союзов. То есть одно союзное слово или один союз. Делаем выводы, уважаемые коллеги. Это, если мы говорим о содержательных блоках, синтаксис и пунктуация русского языка, но при этом будем помнить, что это еще и смысловой анализ, если мы говорим о функциональной грамотности. А обновленные стандарты предполагают вот как раз еще эту группу результатов. Предметные, метапредметные, еще и личностные, и функциональная грамотность. Вот это как раз из функциональной грамотности. И нам нужно вернуться к вопросам методики, вот как раз формирования и развития навыков проведения
синтаксического и пунктуационного анализов. Мы с вами понимаем прекрасно, что в методике преподавания русского языка синтаксический анализ не случайно стоит первым. Без него проводить пунктуационный анализ нелогично. Уважаемые коллеги, посмотрите. На сайте ФИПИ в открытом банке заданий ОГЭ и ЕГЭ и в открытом банке заданий по русскому языку у нас собраны задания разного типа, начиная примерно с 2013 года. И мы, когда с вами обращаемся к этому банку заданий, иногда недоумеваем. И вот про себя думаем, ну почему оставлено задание, например, такого типа? Укажите цифры, которые обозначают запятые, которые отделяют вводное слово. И мы про себя думаем, да у нас нет уже такого задания, коллеги. Это вот специалисты ФИПИ показывают, какие типы заданий нужно применять для того, чтобы у ребенка сформировался навык. Поэтому посмотрите еще раз на эти открытые банки и на навигаторы подготовки. У нас на сайте ФИПИ есть навигаторы подготовки учащихся 9-11 классов к ОГЭ и к ЕГЭ. И вот как раз в навигаторах подготовки вы тоже увидите разные типы заданий, которые пошагово подводят ребенка к тому, чтобы он потом в 3-м задании ОГЭ и в 18-м задании ЕГЭ нашел обращение, вводное словосочетание или что-то другое. Итак, уважаемые коллеги, нам сейчас вернут на экран слайды, и мы продолжим. Дальше мы с вами обратимся уже еще к одному блоку, тоже по итогам ЕГЭ и ОГЭ. И вот следующий блок, который вызвал затруднения у детей, это орфография. И нам кажется, что в первую очередь это правописание одной и двух «н» в разных частях речи, что это правописание с «не» или слитное раздельное дефисное написание. Нет. Каждый год дети допускают ошибки. У нас отрицательная динамика по 10-му заданию правописания приставок. Обратите внимание на то, что это курс 5-6 класса, а это значит в 7-м, 8-м, 9-м, 10-м, 11-м мы с вами должны возвращаться в диктантах, в творческих работах, в разного рода тестах как раз к правописанию приставок. И одно из главных заданий здесь – обоснование. Объяснить, почему приставка так пишется. Дети иногда очень хорошо в тестах лавируют и расставляют те буквы, которые нами пропущены. Они улавливают нашу логику в составлении тестов, но при этом, если мы вносим задание «обоснуй», вот здесь-то как раз и начинают возникать вопросы и затруднения. Еще одно затруднение из блока орфографии – это правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. А это у нас с вами в основном 5 и 6 класс. И вот как раз здесь нужно вернуться к материалам учебника и обогатить их, существенно обогатить, потому что очень многих исключений, которые есть вот как раз, например, в пособии Ирины Петровны Цыбулько, мы с вами здесь не видим в учебнике 5-6 класса, а значит, должны насытить этим содержанием курс русского языка на уровне основного общего образования и среднего общего образования. Давайте посмотрите. Конечно, мы с вами должны говорить о том, чтобы мы обновляли методику проведения орфографического анализа. Коллеги, давайте подумаем, а если у нас вообще план орфографического анализа в учебниках? Нам-то ведь этот алгоритм нужно с детьми самим разрабатывать. То есть как такового прямого алгоритма у нас в учебниках нет. Но мы видим это задание в 9 классе. Поэтому мы понимаем, что современная методика преподавания русского языка предполагает, что ученик перед тем, как, вот вспомните, как выглядит задание орфографический анализ в 9 классе, ну так вот перед тем, как объяснять, что пишется, какую букву написать или какое написание, слитно или раздельно выбрать, ребенок должен определиться с частью речи, с частью слова и только потом идти к условию. Очень часто дети сразу берут условие «краткая форма», но при этом не учитывают, это прилагательное или это причастие. И допускают ошибку при написании, например, 1 и 2 «н» и при написании приставки и частицы «не». Вот посмотрите, пожалуйста, с этой точки зрения, вот как раз на поле деятельности учителя, на том, что он мог бы взять в основу своего, например, самообразования в этом учебном году или для методической темы работы методического объединения. Уважаемые коллеги, дальше посмотрим. Еще один блок – это вот как раз грамматические нормы.
И мы с вами понимаем, что этот блок нельзя разбирать, ну, отъединив его, да, оторвав от речевых норм. Мы с вами понимаем, что тогда, когда ученик использует слово, словоформу, он так или иначе составляет предложение. Поэтому грамматические речевые формы, нормы, прошу прощения, между собой связаны. И это не только 7-е, 8-е задание, а это в первую очередь сжатое изложение. Дальше задание 9.1, 9.2, 9.3 ОГЭ по русскому языку и задание 27 – это ЕГЭ по русскому языку. И вот здесь мы с вами должны говорить о методике развития навыков нахождения и корректировки ошибок. Очень часто на уроках бывает немножко по-другому. Мы предлагаем готовые предложения и говорим: вот здесь ошибки в числительных, найдите их. А на самом деле желательно, конечно, детям предлагать небольшие фрагменты текста, причем это детских работ, конечно, чтобы по стилю, по возрасту им было максимально близко. И вот внутри уже этих фрагментов, может быть, даже своих работ, детям как раз и нужно находить и корректировать ошибки. Конечно, дети не могут, как учитель русского языка и литературы, назвать, что это за ошибка. Но мы с вами можем попросить и рекомендовать детям, чтобы они скорректировали с точки зрения правильного употребления единственного и множественного числа имен существительных, с точки зрения падежной формы имен существительных, с точки зрения употребления имен существительных с предлогом, употребления однородных членов, деепричастных оборотов. И таким образом мы потихонечку их будем нацеливать на то, что и потом в сочинении, тогда, когда они уже останутся один на один с этими работами, они, по сути, эти же части речи, эти словоформы и эти синтаксические конструкции и должны будут проанализировать. Уважаемые коллеги, я назвала сегодня 5 блоков, которые вызывают у детей затруднения, 5 содержательных блоков, которые вызывают затруднения. А это значит, что по итогам ОГЭ и ЕГЭ этого года, потому что всероссийские проверочные работы мы только будем писать в сентябре, вот по итогам этих оценочных процедур мы с вами должны скорректировать методики преподавания, а значит и повысить свою компетенцию, например, выбирая предметные вебинары, тематические вебинары. Уважаемые коллеги, еще один блок, я его выделила отдельно. Он вроде бы как не связан, собственно, с грамматикой русского языка, но этот блок ведет к снижению баллов вот как раз за сочинение и за изложение. Это блок анализа исходного текста. Мы с вами понимаем, что чем лучше ученик проанализирует исходный текст, тем легче ему будет приводить примеры из исходного текста. Коллеги, вот здесь еще раз обращу ваше внимание на всероссийские проверочные работы, которые сейчас стартуют у нас в школах Республики Коми. Коллеги, посмотрите, как всероссийские проверочные работы готовят детей к ОГЭ и к ЕГЭ. С 4 по 8 класс. Во всех всероссийских проверочных работах в блоке с анализом исходного текста у нас с вами первым заданием расположено одно и то же задание для всех классов. Определите основную мысль текста. То есть до тех пор, пока мы не определили замысел автора, основную мысль текста, мы не можем двигаться дальше. Вот эти задания из всероссийских проверочных работ: определите основную мысль текста, выберите утверждения, которые подтверждают позицию автора, отношение автора, задайте вопрос к тексту, определите микротемы, составьте план текста. Вот эти задания должны быть заданиями типичными, практически на каждом втором, наверное, уроке. Потому что и предложения мы с вами берем из текстов, и словоформы берем из текстов, и слова с орфограммами берем из текстов. Поэтому, коли мы с вами уже с текстом работаем, то раз мы его уже по разным единицам языковым разобрали, то в конце урока желательно вернуться к этому тексту и обсудить его содержание, чтобы дети каждый раз понимали: я работаю с текстом. Ну вот следующее затруднение – это, собственно, соблюдение уже композиционной целостности логики своего текста. Вообще, понимание структуры рассуждения. Очень многие не справляются именно со структурой рассуждения, то есть не понимают, где у меня сейчас тезис, что я вообще сейчас собираюсь доказывать. Ну, этот вывод сделан и из этого блока затруднений тоже. Нам, конечно, нужно вернуться к тем трудам, которые написаны лингвистами,
о методике написания сочинений, в том числе и по литературе. Нам нужно вернуться, например, к трудам Ильина для того, чтобы еще раз обновить методику написания сочинений разного жанра и разного типа в речи. Уважаемые коллеги, вот еще один нюанс, который хотелось бы с вами тоже обсудить, да, в таком дистанционном формате, это, конечно, критериальный подход к оценке работы учащихся. Уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что ученики тоже должны осознавать, по каким критериям оценивают их работу, и должны осознавать, что тогда, когда они не справляются с содержанием, они теряют сразу очень много баллов, это 9 баллов по 2022 году и 8 баллов по 2023 году, если мы говорим о ЕГЭ по русскому языку. Если мы говорим об ОГЭ по русскому языку, то это примерно 2-3 балла, но в общей сумме, в общей копилке это тоже большое количество баллов для 9 класса, потому что там количество баллов вообще меньше. Уважаемые коллеги, на этом я буду завершать свое выступление. Благодарю вас за профессиональное внимание вот к этим вопросам результатов оценочных процедур. И если, может быть, будут вопросы в чате, то мы можем на них ответить, уважаемые коллеги. Огромное спасибо, Татьяна Николаевна. Коллеги, у вас есть возможность включить микрофон, включить камеру и задать вопрос Татьяне Николаевне. Есть такая вот хорошая, уникальная возможность сегодня, поскольку вопрос актуальный, наболевший. Пока только такие организационного характера, коллеги. Уважаемые коллеги, если у кого-то демонстрация в маленьком окошке, вы можете нажать на это окошко, и у вас оно развернется на весь экран. Там был вопрос про маленькое окошко презентации. Коллеги, если есть необходимость получить информацию, я думаю, что с разрешения Татьяны Николаевны мы можем ее направить вам, но для этого необходимо адресно обратиться ко мне на электронную почту, и мы с вами вопросы решим, если сейчас у вас технически что-то не получилось. Уважаемые коллеги, чуть позже я вам еще раз анонсирую все эти мероприятия, которые проводит кафедра филологического образования в рамках подготовки наших детей к сдаче государственной итоговой аттестации. Еще раз напомню, в какие дни мы с вами встречаемся. На этом хочется поблагодарить еще раз Татьяну Николаевну и перейдем к следующему вопросу. Спасибо, Татьяна Николаевна. Коллеги, мы ненадолго отвлечемся от нашей повестки. И я хочу предоставить слово Виталию Владимировичу Альшанову, региональному менеджеру Иннополиса. Я думаю, что Виталий Владимирович уже подробнее сам расскажет суть своего выступления. Коллеги, добрый день. Зовут меня Альшанов Виталий Владимирович. Представляю я Центр цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис. И постараюсь очень кратко рассказать вам про очень интересный проект, интересный для меня, и я надеюсь, что не только для меня, а для вас он тоже покажется интересным. Запущен он был в начале прошлого учебного года по инициативе Министерства цифрового развития Российской Федерации и Министерства просвещения. Проект мероприятия в рамках кадры для цифровой экономики, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». И в рамках данного проекта всем школам и учреждениям среднего профессионального образования предоставляется бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Компании вы эти хорошо знаете. Это российские компании с большим опытом, которые уже себя зарекомендовали, и они вам, скорее всего, известны со времен пандемии, когда многие из них предоставляли бесплатный доступ, но потом, когда пандемия закончилась, это опять стало на коммерческой основе. В настоящее время есть возможность бесплатно получить доступ. Почему бесплатно? Потому что оплачивается доступ за счет средств федерального бюджета. Для того, чтобы получить доступ, вам нужно перейти на сайт educont.ru, но про это дальше я еще скажу. Кроме предоставления доступа, проект затрагивает также развитие цифровых компетенций педагогов. Есть возможность пройти оценку
цифровые компетенции, получить рекомендации, как можно развивать цифровые компетенции. Есть возможность пройти курсы повышения квалификации и посмотреть, принять участие в большом количестве вебинаров от разработчиков электронных образовательных ресурсов. Главная страница портала сайта перед вами на экране. Адрес сайта educont.ru, легко запомнить. На экране вы видите типы материалов. Это и материалы по учебным предметам, это и материалы, выходящие за рамки учебных предметов, например, специализированные курсы по подготовке к различного рода олимпиадам, по подготовке к экзаменам, ЕГЭ, АГЭ и так далее. Есть материалы, востребованные сейчас тоже по развитию функциональной грамотности, финансовой грамотности, блогинг, я думаю, многим тоже будет интересно. Есть материалы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Материалы проходят процедуру верификации. Занимается этим Институт стратегии развития Российской академии, Институт стратегии развития образования Российской академии образования. Прежде всего, это проверяется на соответствие законодательству, на соответствие в ГОС, ну и другие критерии, которые вы видите на экране. На сайте можно произвести поиск по классу, по предмету, по теме с помощью универсального тематического классификатора. Я думаю, это не вызовет у вас сложности. В этом году учебном с сентября добавляется новый функционал, когда педагог назначает курс ученикам. И для того, чтобы ученику курс стал доступен, педагог его должен назначить. Я уже говорил о том, что большое количество курсов, более 1300 курсов. И если каждый ученик будет свои курсы как в своем порядке проходить, наверное, кому-то это будет полезно, но практика показала, что это не всегда бывает удобно, поэтому такой функционал вводится. Про процедуру регистрации сейчас не буду подробно рассказывать, поскольку, чтобы не тратить время, а все эти материалы, инструкции размещены на сайте, на главной странице. Есть инструкция для каждого, и для руководителя, и для педагога, и для обучающихся, и родителей. Все пошаговые инструкции есть, можно посмотреть. В настоящее время портал использует уже достаточно большое количество образовательных организаций, педагогов и школьников. Цифры вы видите на экране. Более 1700 учеников, более 250 тысяч педагогов и более 12 тысяч образовательных организаций по всем регионам России. По республике Коми тоже пользуется спросом. Цифры это по состоянию на август. Сейчас уже в начале сентября еще школы подключились. Тоже там уже более 150 организаций и более 30% педагогов достаточно активно используют ресурсы. Как ни странно, на первом месте это не традиционные школьные предметы, математика, русский язык, а на первом месте программирование. И начальная школа выходит по активности использования в настоящее время тоже на первое место. Про программу развития цифровой компетенции я уже упоминал. Пару слов добавлю. В рамках оценки цифровой компетенции, которая стартовала с 5 сентября, любой педагог, зарегистрированный на портале, может пройти эту оценку. Кроме того, что он получит именной сертификат, который можно использовать при аттестации, самый главный результат будет это рекомендации по дальнейшему развитию. То есть какие есть сильные стороны, какие стороны стоит развивать, и получит рекомендации по развитию своих цифровых компетенций. А развивать эти компетенции можно с помощью курсов. В настоящее время 2 курса у нас запущены. Первый – это цифровые образовательные ресурсы в педагогической деятельности. 72 часа, причем этот курс включен в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ. И второй курс тоже пользуется большим спросом в связи с тем, что сейчас новый ВГОС с 1 сентября вступил в силу. Это формирование функциональной грамотности. 36 часов данный курс. Оба эти курса практикоориентированные. И в результате работы педагоги создадут некий продукт, который можно будет использовать в дальнейшей своей работе. Про вебинары тоже я упоминал. В настоящее время в записи доступны более 180 вебинаров, и каждую неделю проводятся новые вебинары.
Все они практикоориентированные, проводятся они практикующими педагогами, методистами, которые могут поделиться опытом, как эффективно использовать в учебном процессе те или иные образовательные ресурсы. Про университет, оператор проекта, долго рассказывать не буду. Единственное, что если среди вас есть те, кому это интересно, я потом отдельно могу рассказать. Так, на экране еще раз вы видите адрес сайта educont.ru, контактный телефон, электронная почта. Я приглашаю всех зайти на этот сайт, если еще не зарегистрировались, зарегистрироваться. Если возникнут какие-то вопросы, то в любое время можно по телефону или по электронной почте написать, или напрямую мне, или через Институт развития образования, с которым у нас заключается соглашение о сотрудничестве. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо Виталию Владимировичу за полезную информацию. Я думаю, что коллегам необходимо взять ее на вооружение. Здесь вам предлагаются интересные ресурсы. И Виталий Владимирович сказал про возможность пройти диагностику и пройти курсы повышения квалификации по цифровым ресурсам. Поэтому я думаю, что информация была для вас довольно полезной. Спасибо огромное. Если будет необходимо связаться с Виталием Владимировичем, у меня контакты есть, поэтому обращайтесь, я обязательно поделюсь. Уважаемые коллеги, у нас остался один вопрос. Буквально кратко мы на нем остановимся, поскольку вопрос довольно серьезный, и нужно ему обратить отдельное внимание на одном из заседаний нашего объединения. Анализ профессиональных дефицитов педагогов и методическое сопровождение наших педагогов. Уважаемые коллеги, я думаю, что многие из вас уже проходили через диагностику ФИОКа, федеральная диагностика, которая проходит ежегодно. Ежегодно мы приглашаем учителей русского языка и литературы пройти ее для того, чтобы выявить сильные и слабые методических и предметных компетенций. Буквально в августе у нас и весной состоялась такая диагностика, результаты мы получили, сейчас мы их обрабатываем. На первом этапе мы приглашали к участию наших коллег, которые готовы включиться в состав регионального методического актива. К сожалению, не все справились с заданиями и по результатам диагностики не рекомендованы. Прошли диагностику учителя, сейчас мы уже адресно работаем с теми результатами, которые у нас на руках, анализируем каждое задание, смотрим спецификации, которые нам предоставлены для того, чтобы понимать, с какими заданиями наши учителя не справляются. К сожалению, есть коллеги, которые продемонстрировали минимальный низкий уровень сформированности своих предметных и методических компетенций, и задача кафедры филологического образования разработать для них индивидуальные образовательные маршруты с тем, чтобы адресно сопровождать и помогать ему преодолевать все трудности в его образовательной деятельности. Такие педагоги есть, и на них мы будем адресно выходить, поскольку у нас есть их контакты. Будем выходить через управление образования для того, чтобы уже анализировать дефициты и помогать педагогу. Уважаемые коллеги, я думаю, что не все из вас также знакомы с платформой «Личный кабинет педагога», хотя у нас неоднократно проводились семинары. Я еще раз рекомендую вам зарегистрироваться на платформу, поскольку все эти мероприятия, которые прежде всего проводит кафедра филологического образования, доступны на этой платформе в записи. Доменное имя iom.criro.ru. Пожалуйста, регистрируйтесь. Буквально вот сегодня мероприятие мы также разместили уже на платформе. Можно посмотреть в записи, еще раз прослушать те важные моменты, которые связаны с итоговой аттестацией. Более того, платформа предназначена для коллег, которые имеют дефициты, для которых разработаны маршруты. Их мы заводим тоже на платформу, уже используя электронный адрес. И коллегам приходит на почту информация о том, что они зарегистрированы на данную платформу, и система просит подтвердить свою учетную запись. Отдельно про маршруты мы проговорим обязательно на заседании, потому что тема актуальная, она сейчас востребованная, и во всех субъектах Российской Федерации созданы центры непрерывного повышения профмастерства, которые как раз-таки одним направлением и
одно из направлений как раз-таки разработка этих маршрутов. Уважаемые коллеги, еще в конце хочется вам напомнить о тех мероприятиях, которые мы проводим по подготовке государственной итоговой аттестации и по подготовке к итоговому сочинению. Я хочу обратить ваше внимание на семинар 19 сентября, он состоится в 4 вечера. Пожалуйста, ссылка есть, по крайней мере, при регистрации она должна вам приходить. Буквально вчера у нас состоялось РМО учителей иностранных языков, и коллеги подключались и открыто говорили о том, что ссылки у них нет. Коллеги, если у вас сложности технического характера с подключением, с отсутствием ссылки, буквально сейчас вы можете об этом сказать, и мы вопрос решим. Поскольку при регистрации я сама проверяла, тестировала, насколько все это работает, вы регистрируетесь, если вы корректно указали свою электронную почту, вам буквально через минуту приходит информация о том, что вы зарегистрированы, и система предлагает ссылку на подключение. Если есть сложности, коллеги, пожалуйста, сообщайте. Далее мы с вами встречаемся 21 сентября в 4. Хочу обратить ваше внимание на тему, это динамика результатов ОГЭ по литературе. Перед вами выступит Рыбина Людмила Ивановна, председатель предметной комиссии по литературе. Она подробно рассмотрит вопросы, которые связаны с подготовкой наших детей к сдаче ГИА по литературе. 21, 22 в 15:00. Итоги ГИА по литературе, но здесь будет рассматриваться ЕГЭ. Перед вами выступит председатель предметной комиссии по ЕГЭ Юлия Ревировна. Я думаю, что многие из вас ее знают. Она также подробно проведет анализ результатов, даст рекомендации, укажет на типичные ошибки, которые допускают наши дети. Далее мы встречаемся с вами 26 сентября в 4 часа. Тема семинара «Динамика результатов ОГЭ по русскому языку». Перед вами выступит председатель предметной комиссии, Лариса Александровна Куштасева. Она является председателем, она обязательно вам также проанализирует все результаты и даст практические рекомендации, каким образом необходимо далее сопровождать наших детей. И 27 числа, 27 сентября в 4 часа семинар, на который мы приглашаем не только наших коллег, учителей русского языка, литературы, но и всех заинтересованных, это личный кабинет обучающихся по подготовке к ОГЭ. Коллеги, я думаю, что про этот проект вы все знаете, это ресурс, где собраны все материалы, которые помогают нашим детям подготовиться к основному государственному экзамену по русскому языку. Мы в прошлом году с методическим активом нашей республики, с председателями предметных комиссий, с методистами кафедры, с активными учителями-практиками, которые готовы были с нами сотрудничать, разработали целую серию видеоматериалов, где подробно анализируются все задания ОГЭ, которые предлагаются детям. В нем представлены КИМы и демоверсии, которые также необходимо каждому проанализировать. Даются конкретные задания, то есть ребенок, зарегистрировавшись, получает такого бесплатного дистанционного репетитора для подготовки к основному государственному экзамену. Мы пересматриваем наши материалы, обновляем их для того, чтобы они были актуальны и полезны. Поэтому я думаю, что есть необходимость послушать, где размещен этот ресурс, как им можно пользоваться, каким образом можно привлекать детей и каким образом заинтересовать детей, включиться в обучение. Поэтому, коллеги, подключайтесь. И на этом наш месяц сентябрь заканчивается, план на октябрь формируется. Обязательно мы проанонсируем все мероприятия, которые проводятся в рамках деятельности кафедры. Уважаемые коллеги, информация о платформе какой конкретно? Уважаемые коллеги, в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации у нас две платформы. Одна для детей, которая размещена в единой системе электронного обучения, многим она знакома. Вторая платформа называется «Личный кабинет обучающегося». Она размещается отдельно, педагога, она размещается отдельно для педагогов, для того, чтобы педагог мог зайти, посмотреть все интересующие его семинары по ГИА и
в том числе в записи, либо в онлайн, как удобно. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Возможно, у вас какие-то есть рекомендации по проведению заседаний. Вы можете предложить что-то к повестке заседаний, задать какой-то вопрос. Пожалуйста, коллеги, есть возможность включить камеру. Коллеги, спасибо. Мы понимаем, что вопросов нет. Мы очень еще раз выражаем большое спасибо, благодарны всем нашим подключившимся коллегам. Спасибо за то, что вы нашли возможность сегодня поучаствовать в нашем заседании. Напомню, что следующее заседание у нас состоится только в ноябре. Мы будем анализировать результаты всероссийских проверочных работ, а также, опять же, остановимся на подготовке государственной итоговой аттестации. Огромное спасибо, уважаемые коллеги. Еще раз всех приветствую, кто только сейчас подключился. До новых встреч!